Слово имеет Егор Афанасьевич Борисов, уважаемые зрители. Внимание! Уважаемые болельщики, уважаемые участники и судейства, и организаторы, я хотел бы прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг участия команды Республики Дагестан. Уважаемые друзья, чемпионат Российской Федерации по вольной борьбе в этом году проходит в городе Якутске. В Якутске проходится с учетом решения Федерации спортивной борьбы Российской Федерации и с учетом роли Якутии в развитии этого прекрасного вида спорта. Поэтому, когда на уровне Российской Федерации проводятся чемпионаты, то организовываются специальные комиссии и определяются ответственные, кто проводит это мероприятие. Республика Саха-Якутия имеет огромный опыт проведения чемпионатов Российской Федерации, других международных соревнований на высочайшем уровне. Об этом знают все субъекты Российской Федерации и, конечно, любители спорта республики. Но сегодня впервые в нашей истории произошел инцидент, который выходит за рамки спортивных представлений. Поэтому я хотел бы сегодня более конкретно разъяснить ситуацию, чтобы было понятно и не было кривотолков по отношению организаторов, по отношению Федерации спортивной борьбы Российской Федерации. Во-первых, я получил телеграмму своего коллеги, главы Республики Дагестан Рамазана Абдуллатипова. Эта телеграмма адресована в мой адрес, но обращается при этом глава Республики Дагестан к своей команде. Я считаю обязательным, чтобы народ Якутии об этом знал. Главе Республики Саха-Якутия Борисову: приветствую вас, дорогой коллега. Просьба передать Омару Муртазалиеву, это у нас первый вице-президент Федерации борьбы, вот со мной рядом сидит, и Сажитову, главному тренеру команды Дагестан, мою телеграмму. Я эту телеграмму им передал. Дорогие друзья, дорогие ребята, по-разному складывается спортивная судьба каждого. Дорога к успеху редко оказывается прямой, но нельзя сдаваться. Нужно, стиснув зубы, идти вперед и побеждать, проявляя терпение и мужество. Народ Республика Дагестан верит в вас, гордятся вами и ждут ваших побед, вашего, а значит и нашего участия в Олимпийских играх. И это главное, а все остальное вторично. При всем уважении к вам, к вашему труду, вашим стремлениям к справедливости, никто не давал вам права отнимать у Дагестана шанс участвовать и побеждать на Олимпийских играх. За вами народ Дагестана и страна. Прошу это понять и продолжить участие в чемпионате России по вольной борьбе. И самое главное, проявите уважение к народу Республики Саха-Якутия. С уважением, ваш Рамазан Абдуллатипов. Уважаемые друзья, мы
когда вчера инцидент случился, я обратился к Рамазану Гаджимурадовичу, своему коллеге, чтобы он проявил уважение к народу Якутии и поручил своей команде, чтобы команда продолжала защищать интересы Республики Дагестан, проявить себя, чтобы найти возможность и победить для того, чтобы участвовать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И Рамазан Гаджимурадович отреагировал, он обратился к своей команде вначале устно, а сегодня телеграммой своей с обращением. Я хотел бы подчеркнуть, что и вчера, и сегодня мы узнали, что в команде Дагестан многие желают участвовать на этом чемпионате. Но есть силы, которые преследуют другие свои узкие, может быть, задачи. И в результате, к сожалению, на сегодняшние 10 часов утра команда не пришла для участия в этих спортивных соревнованиях. Я хотел бы подчеркнуть еще о том, что Республика Саха-Якутия организовала организационный комитет совместно с Федерацией борьбы Российской Федерации, который возглавляю я. И мы сделали все возможное, чтобы все жители республики и спортсмены чувствовали себя комфортно при проведении чемпионата. Все это условия созданы. Созданы стимул для борцов. Созданы условия проживания и питания. Никаких замечаний в этом вопросе мы не услышали и не видели. Мы сегодня благодарны Федерации спортивной борьбы России, то, что они принципиально отнеслись к этим соревнованиям. Вся руководство Федерации присутствует на этом чемпионате. Это тоже очень важно. И они принимают все принципиальные решения, чтобы дагестанцы участвовали как положено. Сегодня реальность такова, что и судейская коллегия несет большую, огромную ответственность. Но мы все знаем, в спортивном мире бывают такие случаи, когда погрешности в деятельности не только организаторов, но и в судействе бывает. Но они не должны стать камнем преткновения, чтобы создавать какие-то напряженные ситуации, инциденты, чтобы провоцировать, чтобы таких, как сегодня мы видим, картин не было. Поэтому в Республике Саха-Якутия такие вещи не должны допускаться. Такой инцидент был в 2007 году, когда мы проводили чемпионат Российской Федерации по боксу. И примерно такая же попытка была сделана. Но благодаря любителям бокса республики, благодаря активу Федерации бокса Российской Федерации, этот инцидент именно усилиями республики был снят. Я сегодня ратую то, чтобы и в Федерации вольной борьбы России не было интриг, а была обеспечена честная борьба, чтобы мы прежде всего думали о государстве российском, а не о каких-то узких интересах. Поэтому сегодня этот чемпионат Российской Федерации в городе Якутске должен стать эталоном, что мы показать должны, как провести такие чемпионаты. И этого мы добьемся. Спасибо.